Наш эфир продолжает брифинг оперштаба по эпидобстановке. Узнаем о текущей ситуации в республике. Предлагаем послушать. Ольга Валерьевна, добрый день. Скажите, пожалуйста, какова эпидемиологическая ситуация в республике на сегодняшний день? Добрый день, уважаемые жители Республики Саха-Якутия. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. По данным Управления Роспотребнадзора, выявлено 144 новых случаев коронавирусной инфекции, из которых 80 случаев зафиксировано в городе Якутске. Необходимо обратить внимание на увеличение количества случаев в Верхневилюйском улусе и, соответственно, анализу ситуации и разбору ситуации в Верхневилюйском улусе была посвящена в том числе и командировка оперативного штаба, по результатам которого были сделаны выводы о необходимости принятия ряда мер, направленных на то, чтобы не допускать и, соответственно, купировать соответствующие группы заболеваний, которые возникли в Улусе. И основной вывод, который был сделан сегодня и доложен главе Республики Саха-Якутия, он связан с низкой вакцинацией населения в тех населенных пунктах, где возникли соответствующие группы заболеваний. Необходимо обратить внимание на то, что именно эта тенденция, связанная с тем, что какое количество заболевших и какое количество вакцинированных, они являются между собой взаимосвязанными соответствующими категориями, и поэтому обращаем внимание глав муниципальных образований поселенческого уровня усилить личный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией через процедуру вакцинации на территории своих поселений. По 7 случаев, зарегистрированных в Амгинском и Мирнинском районе, характеризуя амгинскую ситуацию, необходимо обратить внимание, что ситуация ковид расползся по ряду муниципальных образований, и соответствующие меры, опять же, должны быть приняты на уровне районов и глав поселений. 6 случаев зарегистрировано в Чурапчинском, 6 в Нюрингринском, 5 в Чурапчинском улусе. По 4 случая зарегистрировано в Ленском, Мегино-Кангаласском, Намском, Усть-Алданском районе. 3 случая зарегистрировано в Алекминском районе. Обращаем внимание на Алекминский район. Необходимо обратить внимание на акценты, связанные с позицией того, что достаточно долго после создания устойчивого коллективного иммунитета перед соответствующими мероприятиями, связанными с проведением СХ-Аланхо, была ослаблена после этого работа по вакцинации. И, по сути дела, Улус, который находится в некой территориальной изоляции на настоящий момент, так как есть достаточно небольшое количество лишь только возможности туда транспортной доступности по реке, каждый приезд по реке, соответственно, привозит и новые случаи в Алекминском районе. Поэтому здесь необходимо сегодня и тем, кто выезжает в Алекминский район, и те, кто проживает в Алекминском районе, обращать внимание на эту ситуацию и быть более осторожными. По 2 случая зафиксировано в Булунском, Вилюйском и Сундарском улусе, и по 1 случаю в Алданском, Алайховском, Верхнеколымском, Верхоянском, Оленёкском и Среднеколымском. Анализируя последнюю неделю, необходимо обратить и выделить 2 района республики – Анабарский и Алайховский улус, поблагодарить жителей этих районов и глав муниципальных образований и, соответственно, медицинских работников и работников управления Роспотребнадзора. За последнюю неделю не выявлено у них ни одного случая, а это говорит о том, что дети пошли традиционно в школу и, соответственно, соблюдением всех требований, ситуация в целом является стабильной. Мы дальше продолжаем проводить исследования методом как ПЦР, ИФА и ИХА в труднодоступных и отдаленных территориях Республики Саха-Якутия. За сутки проведено 2614 исследований. На 6 сентября 2021 года в республику поступило 461 755 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции. Сегодня у нас первую дозу вакцины получило 326 318 человек. При этом необходимо обратить внимание, что все-таки большое количество лиц старшего поколения уже сегодня у нас также начало вакцинироваться. Особенно это связано с тем, что ряд вакцин допустили для лиц, которые старше 65 лет, и тем самым мы можем и давать такую возможность защиты и лицам старше 65 и 60 лет. В республике началась массовая ревакцинация. На этой неделе должна
должна быть завершена вся ревакцинация по учреждениям социальной защиты. Еще раз обращаюсь внимание к гражданам Республики Саха-Якутия. Те, кто ставил вакцину 6 месяцев назад, переболевшие 6 месяцев назад, приглашаем наши медицинские учреждения для ревакцинации. Вакцины, которые находятся в наших медицинских учреждениях, достаточно для того, чтобы провести, значит, вакцинацию без проблем и, соответственно, значит, иметь соответствующий доступ к, значит, в целом свободному, по сути дела, более спокойному, защищенному состоянию от новой коронавирусной инфекции. Спасибо за информацию. Это был брифинг оперативного штаба по COVID-19. А мы продолжаем. Вы смотрите новости, в студии Надежда Саханская. Здравствуйте. Коротко о главных темах выпуска. Преступление и наказание. Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из строительных организаций республики. Консультации по вопросам питания. Роспотребнадзор запускает горячую линию. Делегации разных стран, соглашения и новые перспективы. Во Владивостоке завершился Восточный экономический форум. Расскажем об этом более подробно. В Якутии за минувшие сутки ликвидировали 2 лесных пожара в Мирнинском и Ленском районах. Обнаружено 2 новых в Жиганском. Об этом в ходе брифинга сообщил главный лесничий республики Сергей Сивцев. Он также отметил, что в настоящий момент на территории Якутии действует 29 пожаров, из которых тушится 6. На общей площади 141 тысяча гектаров в 3 районах республики. На тушении задействовано 145 человек и 7 единиц техники. Остались пожары в Ушманском районе, в зоне обслуживания. Там 1 пожар локализован, 2 действующих пожара. В Чурапче 1 локализованный пожар и в Нюрбинском и Мирнинском районах. Но по Нюрбинскому и Мирнинскому району сегодня планируется их локализация и дальнейшая ликвидация. На сегодня у нас идет работа по вывозу сил Федерального резерва авиаохраны. И в рамках межрегионального маневрирования, которые у нас были привлечены силы региональных авиабаз. Сегодня как раз планируется вывоз 99 человек из Канто-Мансийской группы. Прокуратура республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора одной из строительных организаций Якутии. Руководитель обвиняется в совершении 52 эпизодов преступлений, предусмотренных по статье Уголовного кодекса «Мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размерах». По версии следствия, обвиняемая умышленно с целью материального обогащения заключила с 52 гражданами договоры купли-продажи земельных участков для последующего строительства элитного коттеджного поселка с развитой инфраструктурой. При этом, по данным следствия, обвиняемая не имела намерений исполнить взятые на себя обязательства. Денежные средства использованы обвиняемой по личному усмотрению. Сумма ущерба, причиненная потерпевшим в результате данных преступных действий, составила более 39 миллионов рублей. Участки фактически не принадлежали возглавляемой ею организации, ввиду их нахождения под обременением залоги ипотеки в силу закона. У организации также не имелось разрешения на строительство. Сумма ущерба, причиненная потерпевшим в результате данных преступных действий, составила более 30 миллионов рублей. Денежные средства использованы обвиняемой по своему личному усмотрению. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокуратурой в суд для рассмотрения по существу. Роспотребнадзор запускает горячую линию, посвященную вопросам организации питания в общеобразовательных учреждениях. Консультацию можно будет получить с 6 по 17 сентября. Специалисты Роспотребнадзора ответят на вопросы, касающиеся организации питания учащихся в школах, роли администрации образовательной организации в этом процессе, аспектах возможного родительского контроля за питанием детей и дадут разъяснения по соблюдению принципов здорового питания. Номер консультационного центра вы видите на своих экранах.
Отопление в жилых домах в столице республики начнут подавать 6 сентября. Об этом сообщили руководители теплоэнергии и пригородной теплосетевой компании во время общегородской планерки. Отметим, что во все социальные объекты тепло подается с прошлой недели. В Тампонском районе в этом году по программе переселения из аварийного и ветхого жилья будут сданы 2 жилых дома. В райцентре в поселке Хандыга и в селе Мегино-Алдан оба 29-квартирных дома будут в каменном варианте. Подробности в материале наших коллег. В Хандыге полным ходом идет строительство 4-этажного жилого дома по улице Магаданская, 10. Строители завершают наружную отделку фасада и монтаж вентиляционных коробов. В конце августа приступили к внутренним отделочным работам. Внутренней отделки работает 2 бригады. На данный момент работы выполнены на 20%. И планируем закончить работы уже к концу сентября по внутренней отделке. Что касается инженерных коммуникаций, то над ними работают 3 бригады. Также планируют закончить работу в конце сентября. Также в эти дни сварщики выполняют установку регистров, а электрики параллельно с отделочниками выполняют первый цикл электромонтажных работ. Всего на объекте трудится 5 каменщиков, 15 отделочников и 18 разнорабочих. Сейчас в районе 60% работы уже сделано. В первый цикл входит монтаж кабелей, а на второй цикл уже будем устанавливать щиты квартирные, этажные. Щитовым будем делать, а потом уже концовой уже будем там разделить, включать и ставить. Светильники в коридорах будем ставить. Общая площадь здания около 2000 квадратных метров. Работы начаты в марте этого года, а практически через 2 месяца строители намерены сдать дом под ключ. Тиянич Богдан, Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Во Владивостоке на острове Русский завершился 6-й Восточный экономический форум. Напомним, что форум в столице Приморского края проходил со 2 по 5 сентября. Об итогах работы делегации Якутии подробнее в материале Дмитрия Тымырова. Восточный экономический форум в столице Дальнего Востока проходит с 2015 года. В прошлом году из-за пандемии коронавируса он не состоялся. Якутия на этом форуме принимает участие каждый год. И этот год не стал исключением. Программа делегации нашего региона, как и в предыдущие года, была насыщенной. В итоге Якутия подписала 41 соглашение. Безусловно, Восточный экономический форум – это главный экономический форум Дальнего Востока, один из главных в стране. И очень хорошо, что после годичного перерыва из-за пандемии он сейчас прошел. Прошел он для Якутии традиционно успешно. Мы заключили 41 соглашение на сумму порядка 25 миллиардов рублей. Как отметил глава Якутии, спектр подписанных соглашений довольно разнообразен, начиная от вопросов креативной индустрии, заканчивая вопросами сотрудничества Якутии с другими субъектами Дальнего Востока и странами. Конечно же, и все соглашения они были заранее проработаны. Был большой подготовительный период. Я благодарю правительство, муниципалитеты, наши корпорации, компании за подготовку этих больших соглашений. И, конечно же, есть соглашения, которые совсем новые. Новыми соглашениями для Якутии стало сотрудничество республики с акционерным обществом Дом РФ. Здесь, благодаря этому документу, в будущем акционерное общество будет софинансировать проекты по строительству социальных объектов в городах Нерюнгри и Якутск. Целый ряд регионов сегодня с нами оформляет подобного рода меморандумы. Мы заходим сегодня на Сахалин, Магаданскую область, Хабаровский край, Приморский край. И вот с Якутией мы тоже сегодня подписываем такое соглашение. Важный это этап, который обозначит конкретные объекты и в Якутске, и в Нерюнгри, и позволит создать вот эти площадки, потому что в стоимости жилья, к сожалению, очень квадратного метра, очень много приходится процентов, до 10-15, то есть 20% именно на инженерную структуру, дороги и так далее. Если это будет сделано вот таким образом за счет дешевых относительно денег, то возможность по строительству социальных объектов жилья резко возрастает.
Помимо всего этого, делегация Якутии принимала участие и в основных программах форума. Так, ключевым событием форума стало пленарное заседание главы государства Владимира Путина с участниками форума, где также приняли участие в формате видеоконференц-связи представители и руководители таких государств, как Казахстана, Монголии, Китая, Таиланда и Индии. В своем выступлении премьер-министр Индии Нарендра Моди высоко оценил взаимодействие Якутии со штатом Гуджарат Республики Индия. Я очень рад сообщить, что алмазодобывающая отрасль развивается очень хорошо непосредственно в лице представителей Республики Саха-Якутия и штата Гуджарат. Они непосредственно активно общаются в рамках сегодняшнего форума. Якутия в рамках форума вновь встретилась с делегацией Индии и обсудила вопросы дальнейшего сотрудничества двух стран, но уже по новым направлениям. Мы представили, как один из главных университетов Северо-Востока Российской Федерации, представили то, что у нас имеются англоязычные программы, да, по нескольким направлениям. Еще одним моментом это является продвижение русского языка, культуры. В конце года мы проведем именно по продвижению вот этого языка большое мероприятие у нас в Якутске. Да. Ну и еще одним предложением стало то, что мы предлагаем провести День русского языка именно в Индии. Не осталась в стороне и культурная программа форума. Здесь Якутия также принимала активное участие. Так, глава Якутии Айцай Николаев принял участие в посадке деревьев. Акция была организована мэрией города Владивосток для восстановления флоры и фауны Приморья. Все деревья выращены в ботаническом саде города Владивостока, которые подготовили все саженцы и весь посадочный материал. Часть из них, большинство, являются реликтовыми и очень ценны в Приморском крае. В Якутии что попалось? Не знаете? Магнолия зибальта – очень красивое дерево, которое цветет практически все лето и будет радовать всех якутов, которые будут приезжать на каждый год форума. Традиционные главы субъектов страны приняли участие на открытии улицы Дальнего Востока. Здесь каждый регион в рамках форума представила и свою экспозицию. Якутия на своей площадке показала инвестиционную привлекательность своего субъекта. Это территории опережающего развития Канкаласы и Южная Якутия. Помимо этого, здесь работала и площадка «Сделано в Якутии», где каждый гость и участник форума смог приобрести себе продукт, сделанный в Якутии. Вот так прошла работа делегации Якутии на 6-м Восточном экономическом форуме. Более подробно о некоторых моментах будем освещать в последующих выпусках новостей. Дмитрий Тымыров, Власий Сергеев, Джулстан Иннокентьев, Георгий Григорьев, Владивосток, Приморский край. В Арангасском наследии Мегино-Кангаласского района открыли памятники самолетам Bell Air-39 «Аэрокобра» и «Бостон А-20» в знак памяти и благодарности о славном трудовом подвиге труженикам воздушной трассы секретного аэродрома Аляска-Сибирь на озере Сагалей. Трасса мужества Алсип стала известна только в 2012 году. В связи с этим, с целью обследования аэродромов трассы Аляска-Сибирь, в Якутске стартовал очередной этап совместной экспедиции Русского географического общества и Минобороны России. Русское географическое общество проводит большую работу по сохранению памяти о этих героических страницах истории России и с большим энтузиазмом приветствует проекты в местах, которые связаны с нашей боевой и трудовой славой, и которые содействуют увековечению памяти тех людей, которые свою жизнь, свое здоровье положили для того, чтобы мы выиграли в этой великой войне, самой большой войне за всю историю человечества. И очень хорошо, что здесь, в Якутии, эта работа проводится. Мы о ней, конечно, знаем и большим удовольствием поддерживаем ее и содействуем всему тому, что связано с этим процессом. На этом пока вся информация о развитии событий. Смотрите в наших следующих выпусках. До встречи в эфире.